Всем доброе утро. Сегодня у нас с Саньком выходной. Банька. Сейчас будем топить баньку в тайге. Банька я вас уже знакомил. Покажу вам этот быт. Банька в тайге. Это не дома. Это просто не передать. Просто не передать. Хочу еще обратиться к людям, которые приезжают в тайге и живые березки обрезают вокруг, как бойскауты. Еще с детства кого научили разжигать костер. Вот такого валежника березового хватает, он везде валяется. И живую березу губить не стоит. Прошелся недалеко. Сколько хочешь. Ее валом. Положил в избухе, на следующий день, да есть сухие и так лежат. А живую трогать не моги. С валежника бересты ее жалеть не стоит, что ли.
Пошла мазутка. Слышите, как загудело? А, шайтан. Кочегарилась. Пусть топится.
Пока банька топится, хочу рассказать вам историю этой избы. Ездили мы 16 пацанами уже самостоятельно. Потом уже женился, армия прошла, сын уже подрастал. Мы все ездили в лес с семьей, с супругой, с сыном. И останавливались в избах. Какие-то избушки ей нравились, ну, чистые, уютные. Какие-то она, нет, я туда, там может и рыбные места, но человек привык к чистоте. Не то, что она лесная женщина. Но надо, говорит, Саша, свою строить. Решили мы с ней построить. И плюс еще к тому, мы жили у Андрюхи, у отца. Там у них своя команда была. И постоянно их стесняли. И был такой дядя Олег, Магомед, царство небесное. Они уже все нас покинули. Но надо расширяться, строить избу. Он говорит, стройте. Нам без разницы. Хотите, стройтесь. И вот неподалеку я выбрал вот это место. Мы приехали, я с сыном, супруга, включали вверху ручья. Я хотел как бы лодочку припрятывать. Выбрали место и начали разравнивать. Нижние венцы положили втроем. Ну, сынулька еще маленький был. Он 94-й год, это ему 9 лет. То есть 94-й, говорю. 2004-й, извиняюсь. Сейчас тоже с мужичками приехали сюда, я им тоже задвигал там. Говорю, 2004, а сам говорю, 25 лет, 15 лет здесь. Вот, потом я приезжал, тут же спустились, один приезжал, как бы площадку под избу выровнял, фундамент положил. И потом зимой ко мне пришел друг, ну, с которым мы ездим. Кассово в последнее время не ездит, Леха. Он говорит, Санек, неудобно тоже, надо свою избу строить. Я ему говорю, я начал уже. Там-то, там-то. Он говорит, да ты что, туда-сюда. И все. Он потом Серегу Ивашевского пригласил. Тут Васю взял. Поехали мы четвером, взяли Богдана Андреевича. Там есть, мы к ним в гости заезжаем, ролик. Рыбак-то хороший. Выше избушка была. Ну вот. 2005 год мы приехали, подняли сруб, накидали потолок. Потом осенью приехали уже вдвоем с Серегой. Леха приезжал с Вовкой, с Войком. Нам помогли печку поставить. Вот эту. Мы полы уже застелили. Вот с Серегой, одноклассник у меня, с руками парень. Я знал, что с ним будет лучше такие вещи делать. Не надо за ним смотреть, как за многими, как бы что-нибудь накосорезить. Поставили с ним крышу, уже переночевали. 2005. Это у меня дочка родилась в 2005. Полгода как раз где-то дочки было, мы здесь находились. Вот так как бы и пошло потихоньку. Потом туалет, наверное, года через 3. До бани тоже долгое время тянулось. Я здесь площадку разровнял, она года 3 только стояла просто. Ну как, дождями утрамбовалось все. Это дело. Поехали с сыном тоже. Здесь Серега с Васей уже должны были быть. Встретили их. Сын уже у меня перед армией такой, коренастый. Можно было показать азы, все как бы. Телебаньку строить. Встретили их вверху. Они говорят, мы спускаемся. Все, мы уже домой. Короче, не получилось уже с ничего. Сына вдвоем я не стал. Как говорится, жилы рвать ни себе, ни ребенку поясницу. Зачем это нужно? Обидно, конечно, было. Хотел, чтобы он увидел, как это строится сруб. И на следующий год мы уже собрались.
Только поехал я уже с тестем, а Серега с Васей. Сразу поехали на двух лодках, поставили сруб в бане и оставили его сушиться. Через год Поехали тоже вчетвером. Ромыч поехал, здоров. Вот уже крышу накрыли и как бы запустили ее. Ну, потом у нас еще через год я приехал, полики сделал. Серега с Юльчей окна заказали, ставили. Вот так вот. Вот сегодня баньку топим. Вот я думаю, что мы приехали, как бы время рыбу половить. А зачем мы баню строили? Надо же и помыться. Столько как бы труда уложено. Должна же вас благодарить. Вот такая вот история всей постройки. Ну, может не подробно, но общее я сказал. В каком году, когда что было между, не слишком долго вспоминать, можно напутать. Вот такая история постройки всего этого хозяйства. Вот вторая топочка. 40 градусов. Вот, уже дождик пошел. Погода нестабильна. Огонь! Сейчас сколько градусов? 62. Огонь. Огонь, огонь, огонь. — 70 градусов. Бачок уже все. Закипает. Ну не закипает, а руку не держишь.
переоделся. Сейчас посмотрим. Что у нас тут? 82. Сейчас закроем отдушину. Все беда будет. А сначала дровишку подкинем. Ух ты, ё-моё! Пошла гудеть, слушай. Огонь. Ну все. Санька что-то пока я топил, сходил, порыбачил. 3 штучки, что ли, принес, 3 хвоста. Плещется, говорит, не берет. Вчера. Не знаю. По рыбе тоже что-то маловато. Я все-таки не знаю, решил после того, как у нас на Ярике прорвало нефть, рыбы стало намного меньше. И вот это вот ранней весной подледная рыбалка, когда рыба на нерест идет. Думаю, вот 2 причины, что рыба стала намного, не то что даже меньше, она и мельче стала. Она просто не дорастает до определенных размеров, которые раньше были. Так-то она как бы уже не богата была. Вот этот весенний отлов, когда рыба идет на нерест, все накрывает, добивает, так сказать. Ну, и размер рыбы вообще просто смешной. Я на этой речке ловил 57 сантиметров. Ну, загонял на сеть. 57 сантиметров. Хариус. Я в энциклопедии смотрел. Еще тогда интернета такого ничего не было. 50 сантиметров. Ну, там не говорилось, что это. Там просто особь достигает 50 сантиметров. А в килограммах? В килограммах я не знаю, в принципе. Тут безмены постоянно кто-то вешает, висят. Я никогда ее не взвешиваю, рыбу. Вес такое дело. Я могу тоже сейчас плотненько поесть и больше есть. Ладно. Сейчас банька все уже подходит. И мы с Саньком эту топочку прождем и занырнем. Я думаю, сейчас отдушину закрыл, сейчас муха наберет. Вот, парни. Самая крупная рыба. Сейчас Санек принес. Хорюзок. Раньше это заположняк просто. Мельче не ловили. А сейчас это самый крупняк. Зверюга, бля! Ну, Саша. Обалдеть. Вот он. Экологически чистый воздух. Фантастика. Поехали. Ты снимаешь что? Я по пояс что-то переживаешь. Кто твое добро увидит. За мультяшем. Смайлик повесим. Да нет, а наши это. Тебя же забанят, или как он? Нет. Везде показывают. Смотри, сколько осьмуда, дробка готовит. Вот. Я говорю, смотри, сколько осьму дробка готовит. Да, надо будет баню перетаскать. Или сюда вот просто под крышу. На осень сами добьем. Ну, вот это все будет. Дом-то надо топить. Надо, конечно. Костер надо разжигать. Так, это холодная водичка, охота Да, да. просто ледяной водички попить. Окей. Да, Симонян? Фу, Симонян опять. Тимоханян. Тимоханян ты. И не тех.
Тебя всего закусали. Ты бы бежал туда. А? Видишь? Смотри, весь. Ну ничего страшного. Пусть покормят тайгу. Он же не мерзнет. Простыть от этого нельзя. Это корень. М? Так он потом чешется всю ночь, понимаешь? Из-за этого еще. Да? Да. Накусано же. Надо как-то двигаться, Тимош? Иди обратно. Ты такой. Скажет, с вами пойди. Кинь ему палочку. Ну не такую, больше побольше. Если побольше не найдешь. Вон видишь. Сейчас он его по всему лесу растащит, Саня. Блядь, потому что это не веник. Ну так-то да, согласен. Надо кастрюлю в бане, да? Да. Что ты попил? Да. Тимотя! Я мы эти как 2 минуты там было, 5 здесь. Да ну. Кайфуем, потому что мы кайфуем. Шайка улетела. Да, сильно это. Резко встал. Чего, Тимоша? Сожрали совсем бельями. Ну, резко А что ты встал, пришел? аж повело. Иди в избу. Глаза щипят свои. Так, влажно. Это только что там внутри говорили, от чего. Пиво. Ты бегай, оленевод, билды. О! На! Вот. Комары нахуй не будут, блядь. Никогда не успеете. Бегай нахуй, играйся. Скачи, прыгай. То ляжет и лежит, как тюлень. Все, да, все, у него борьба. Ача 2. Ну как этот, скажем, Дон Кихот, бля. Ну, нашел себе врага, бля. Сейчас мы будем его молотить. Мельница. Да. Это он за ту маленькую баллоночку потрепанную, сетинской. Ее отомстить всем, кто забрал ее где. Пока гнется. Супер. Че, спина? Рука? Ну, плечо. А то вот спать ложишься, да? Вот на спине лежишь, и вот здесь начинает ломить. Когда он мне так же Сейчас все косточки, Санька, прогреем. на правой. А это Подзарядимся. же не мышца, ничего, это вот из сустава жидкость уходит. И начинает вот это. Фух, ладно. Потому что На она ручеек сбегать. А? Да, ручеек сбегать. Всем привет, господа. Я уже побрился. Сейчас с Саньком мыться будем. Да, Сань? Погреемся немножко, помоемся. И все. Чего? Опять лапу. Вообще еле на нее. Где ты успел-то? Нет, ну смотри, как ее держит. Он так обычно не держал ее. Сейчас жалуется прям. На нары, он хитрый, он сейчас на нары просто просится. Да? Ну вот. И помылись. Чайку и в люле. В люле. За избой.
Что-то Тимошка приболел. Носик сухой, да, Тимоша? Слышь, Есть что-то подрал, прилипла смола. Санчо, И он лазит. Чего? а чё мы, блядь? Че? Че ты? Чё ты мне рожу строишь? Не матерись. Я понял. Это как его? Мы с тобой рыбу ловим, картошку жарим. А чё мы так и хрюшка и не съедим, что ли? Давай поедим хрюска. Ну, наверное, знаю, да килька. Я ничего не говорю. Ну, Кто вообще на рыбалку кильку берет? Это же из нашей кильки. Все, газку побольше. Прохладненько после бани на улице. Решили мы с Анчелой здесь замутить. Тимоша, что случилось? Носик сухой. Что сожрал? Хорошая собака. это хапнул. Но мышиной какую-нибудь сухую мышку. Или поймал. Да не поймаешь ты мышь-то. Куда тебе поймать? Ты юркой там, где не надо. Да? Не, он что-то там, когда я ходил по лесу, он там в одном месте все крутился. Вон там следы были эти лосины. Может там это, лосик капнул, а он взял это, Да, да. паштетика влупил. С рыбкой, так с рыбкой. Собака душа. Ужин после банечки. Да. Давай кушать. Говорю, жрать хочу, переночевать негде. Да, вон там я видел марлечка. Не марлечка эти. Салфеточки, мама, не горюй. Все культурно все. Чтоб культурно все. А, салфетка. Я, салфетка. Влажная салфетка съесть. Не надо нам, влажная салфетка. Под хорюзок. Господа, пожелайте нам приятного аппетита. Давай, не хвастайся. Я шашлычки одену, чтобы видеть харизму. Картошки. Они меньше хотят. А вот это картошка. Это у этого, да, был? Хвоста не было, да? Угу. Ну, значит это, может щука, может побольше. Харюзок. Делили телку. Самку. Ну, понятно. Надо дележки еще расти. Все хотят самку. Кстати, в этом году первого хариза ем, по-моему. Ой, было. Чего говоришь? Я думаю, моя будет довольна. А может и нет. Ну, если он так любит. Ну, меня тоже любят, но без фанатизма. Я помню.
Настенка день рождения было. В лодке. Сестра. Стол накрыли, чтобы все не садятся. Я привез с рыбалки. Угостил их как раз на днюху. Она сидела. Я уже не могу всех терпеть. Вау, Захаря, вау. Не стал дожидаться, когда там разольют или еще что-нибудь. Лишь бы хрюскал. Да.